Может ли быть благом благоустройство под ноль? Что важнее, социальная инфраструктура или зеленая лужайка? Вопрос спорный, а если это происходит в вашем жилом дворе? Именно такая история случилась с жителями улицы Бигичева. Прямо во дворе дома развернулась стройка нового здания на земле, которая, казалось бы, принадлежит жильцам. Много лет их окна смотрели на место отдыха, зеленую зону с удобными скамейками. До недавнего времени забор, ограждающий территорию для строительства, уже стоит, работы начались. Жители тем временем в буквальном смысле закрывают спинами свою территорию, которая по факту оказалась не их. Причем достаточно давно, еще с 2008 года, мифическим образом кусок земли был продан ТСЖ, который давно не существует, людям, имена которых неизвестны. А потом еще и еще земля перепродавалась 4 раза. Продать эту самую землю можно было только с разрешения самих жильцов, которого они, конечно, не давали. Но на бумаге все чисто. Протокол с нарушениями и поддельными подписями жильцов теперь просто клочок бумаги, который не имеет законной силы за истечением срока давности. В деле, в котором непонятно, с чего все начиналось, но известно, чем закончится, разбиралась Диляра Юсупова. Людмила Владимировна Пырихина вот так подписывают, а здесь вот председатель, секретарь собрания Пырихина вот как подписывают. Подделка подписи идет. Поддельные подписи, сомнительные протоколы, путанные имена, ошибки в оформлении документов. Все это на деле уже не имеет никакой силы. Стройка начинается прямо на глазах жителей. Сегодня они уже просто с тоской наблюдают со стороны. Еще в начале недели они же яростно кидались на каждый силуэт спецовки и инструментом в руках. Он уже второй человек, вот сейчас третьего избил. Кого он избил? Вы зачем снимаете? Это моя придомовая территория. Моя, я собственник. Прораб объекта тычет разрешением на строительство, а потом вызывает полицию. Вот так просто жильцы простого жилого дома, простого спального района, которые просто хотят сидеть в собственном дворе на собственной лавочке, теперь дают объяснение органам правопорядка. Объяснение этих простых людей весьма непросто понять. Попробуем разобраться. Раньше было наше. Вот эта скамейка наша, скамейка проспект Победы 164. Вот так. А продали неизвестному человеку. Без нашего ведома, без нашего собрания, без нашего протокола. Нам сесть нигде, детям играть нигде. Пожилые люди есть у нас, инвалидные люди есть у нас. И они все время вечером сюда выходят, они там сидят, отдыхают. Мы тоже так же отдыхаем. И белье высушить у нас ничего не остается здесь вообще как-то. И потом нашу вот эту всю красоту мы не хотим портить. Мы уже сколько там поливали, мы вырастили вот это дерево. Нам необходимо запросить документы, архивные документы 2007-2008 годов, чтобы по этим документам посмотреть, как эта земля была от нас отчуждена. Потому что у дома 164 фактически придомовой территории нет на данный момент. А это мы внутри одной из квартир напротив, окна которой как раз выходят на строительную площадку. Пока вид из окна вполне приемлемый. Это детская площадка, зеленая зона. Что будет после, можно только догадываться. Кому, казалось бы, может принадлежать придомовая территория? Жильцам, скажете вы. Кому угодно скажет закон. Изначально она и принадлежала жильцам, по словам жителей, до 2008 года. Далее на тот момент действующая ТСЖ продает участок земли без чьего-либо согласия. Но то было 14 лет назад. ТСЖ распалась, а сделки никто ничего не знает. Пока не начинается то, что изменить уже невозможно. Если в далеком 2008 году ТСЖ совершила сделку по продаже придомовой территории, то у ТСЖ, у членов, имеется достаточно определенный промежуток времени, чтобы все сделки оспорить и вернуть землю назад в придомовую территорию. А с учетом того, что на дворе 2022 год, то сроки на обжалование подобных сделок уже давно прошли. Раз земельный участок сформирован, раз имеется на руках разрешение на строительство, то есть город в рамках разрешительной документации проверил возможность строительства по СНИПам и всему остальному и разрешил строительство в данном случае.
Разрешение на строительство означает и то, что все меры и метры соблюдены. За этим строго следит Росстройнадзор. Но ГОСТ и строительство мало учитывают, куда и на что будут смотреть лично ваши окна. От бордюра 6 метров. Это по норме. 5 метров это. 5? 5 вот здесь. Вот у меня кончается 5. Чуть-чуть не догнали. Застройщиком выступает компания «Стройинвестторг». Она же, судя по документам, является и собственником земли. Руководитель Васильев Денис Андреевич, личность нигде не засветившаяся. А вот второй собственник, он же учредитель компании, Владимир Шавгулидзе, персона публичная, известный предприниматель, продюсер шоу Makers Group, концертный директор Моргенштерна и других исполнителей. И тут выясняется, ни о каком 2008-м речи быть не может. Земля принадлежала его семье еще с 90-х, утверждает Шавгулидзе. Эта земля изначально была компанией моего папы. Но потом мы это все дело переквалифицировали, скажем так, в другую плоскость, и я начал заниматься развитием этого бизнеса. Этот участок принадлежал компании «Стройальянс», мне кажется, еще с 90-х. Там не было зеленой зоны изначально никакой. Вот этот участок в собственности у нас уже очень давно. Вот. Не было, после этого там посадили какие-то деревья, поставили скамейки. Для меня это было тоже непонятно, почему на нашей земле занимать благоустройство. Еще одно опасение жильцов. По плану здание будет 4-этажным, заявлено как спортивный клуб. Эту информацию подтверждают и в мэрии города, но их подтверждение в данном случае ничего не значит. Нежилые помещения очень легко изменить назначение. То есть это не перевод из жилых в нежилые. Они уже нежилые помещения, то есть их цель назначения может быть достаточно легко изменена, и действительно вместо фитнес-центра может появиться немножко иной центр. Я говорю, у вас парковочная стоянка где будет? Вот это нам будет вот это парковочные стоянки. Вот эти машины стоят. Те машины, вот наши вот машины, да. Они вот эти места машины наши будут. А вы где хотите, да, это ваша проблема. Зеленая зона, лавочки, ну и парковку заодно. Если закрыть глаза и не махать шашкой за отнятые квадратные метры, что же плохого? Фитнес-центр – объект социальной инфраструктуры. Практика показывает, что в России есть города, кто и готов отдать землю хотя бы муниципалитету, чтобы облагородили. Да никто не берется. Извечный вопрос – благоустройство или благоуродство. И это всегда похоже на такую шахматную партию. Если мы вот здесь, вот, например, размещаем спортивный центр, который был задуман по проекту планировки территории, то тогда где мы размещаем зону отдыха? Мы не можем говорить, лучше там это или это. Это все равно, что спрашивать, тебе лучше поесть или поспать. Так не бывает. Среда должна быть сбалансированной. Она должна отвечать интересам пользователей, жителей, интересам застройщика, потому что у него есть определенные нормы, возможности. Такое уже было и, вероятно, будет. 10 лет, к примеру, боролись за свою зеленую лужайку и жильцы дома улицы 6 по улице Вагапова. Но автосервис не думает уходить. Сдаваться не собираются и жители улицы Бигичева. Шансов мало. Уже сегодня лавочки пусты, а те, кто на них когда-то сидел, предпочитают отойти подальше и подняться повыше. Наблюдать прежний вид из окна им осталось недолго. Мы даже не представляемся прямо... Не можем, не знаю, что сказать, душа очень плачет. Диляра Исупова, Андрей Ключников, Андрей Мохов и Роман Безменов. 7 дней.